смотрите сегодня в «Заман». Прошел год после похищения Эрвина Ибрагимова. В Украине массово задерживают налоговиков-коррупционеров. Генпрокурор Луценко признал промах следствия в деле убийства Павла Шеремета. Добрый вечер. 19:00. Время новостей на АТР. 24 мая 1182 день аннексии Крыма. Прошел год после похищения члена исполкома Всемирного конгресса крымских татар Эрвина Ибрагимова. Расследование оккупационных силовиков не дало результатов. Ночью 24 мая 2016-го бесследно исчез член Бахчисарайского регионального меджлиса. Его похищение зафиксировала камера, неподалеку установленная на здании магазина. Как прошел год без Эрвина? Далее в сюжете. 24 мая 2016-го. На этих кадрах сотрудники российского ДПС. Эрвин Ибрагимов, которого они задержали, пытался убежать. Однако его насильно посадили в автомобиль и увезли в неизвестном направлении. Через 3 дня после похищения бахчисарайцы собрались у здания местной полиции. Требовали активизировать поиски. Какое-то определенное время мы должны собираться. То есть мы сказали, если вы захотите найти, вы весь Крым перевернете вверх дном. И это мы видели, когда стрелка Симферопольского искали. Весь Крым его так перевернули. Почему сейчас мы не видим действий? Вы показали. Расследование похищения Ибрагимова спустя год безрезультатно. В июле 2016-го Наталья Поклонская, тогда еще оккупационный прокурор Крыма, опровергла причастность российского ДПС к похищению крымско-татарского активиста. Это не соответствует действительности, поскольку данного поста не было. Данный автомобиль не зарегистрирован как автомобиль сотрудников ГИБДД по Республике Крым. И вообще вот постовой группы сотрудников ГИБДД в том месте вообще не было и не должно было быть. Семья Ибрагимова обратилась к похитителям, заявив о готовности заплатить выкуп. Друзья и родственники развесили по всему Крыму объявления об исчезновении, искали свидетелей. Загнать в тупик. То есть загнали меня в туннель, и идешь, и никакого просвета нету. Вот и все. То, что вот надежда обнадеживали меня, вот действительно, человек не зря же говорит, надежда живет. Идет, какой-то луч хочет увидеть, а этого луча не видно. И все глубже, 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 и все темнее, темнее, темнее. Кроме родителей, кроме одноклассников, друзей, родственников, никто Эрвина не ищет. Нам кажется, что его фигура была выбрана с целью вот показать, что мы уже рядом. С каждым из вас может что-то подобное произойти и так далее. То есть посеять страх уже даже среди тех, кто не боится. Эрвин Ибрагимов принимал активное участие в работе национального движения. Избирался депутатом Бахчисарайского горсовета. Стал одним из 6 делегатов от Украины и Крыма, которые вошли в руководящий орган Всемирного конгресса крымских татар. Ибрагимов является членом Бахчисарайского регионального меджлиса. Как и многие сторонники меджлиса, был на митинге 26 февраля 2014-го. На этих кадрах Эрвин Ибрагимов отстаивает территориальную целостность Украины. В эти минуты в доме Эрвина Ибрагимова в оккупированном Крыму, в Бахчисарае, крымские татары собрались на дуа, молебен. А через час в Киеве под российским посольством активисты проведут акцию, покажут фильм «Год без Эрвина». Подробнее об этом смотрите в следующих выпусках «Заман».
Участники пророссийского митинга 26 февраля 2014 использовали арматуру и слезоточивый газ. Об этом рассказал свидетель защиты Энвер Алидинов на 118-м заседании оккупационного суда по делу Ахтем-Чийгоза. Заместителя председателя Меджлиса обвиняют в организации массовых беспорядков на митинге 26 февраля 2014 года. Пророссийские митингующие начали вести себя агрессивно. Они начали сближаться с проукраинскими митингующими, и после этого образовалась давка. Фактически пророссийские митингующие пытались выдавить проукраинских митингующих с территории внутреннего двора. В ход пошли пластиковые бутылки, их кидали. Также свидетель видел, что кидали арматуры. Одна из них попала в голову крымскому татарину, и у него кровь шла. Также он видел, что использовался газ, и он увидел своего знакомого, у которого глаза начали слезиться очень сильно из-за этого газа. Варианты изменения статуса Крыма обговорили на первом заседании рабочей группы по вопросам Автономной Республики Крым. Группа была создана Конституционной комиссией 12 мая этого года для того, чтобы начать вносить изменения в раздел Конституции о статусе Крыма. В Меджлисе настаивают на создании крымско-татарской национальной автономии. Следующее заседание запланировано на 7 июня. Офіційних юридично. Перше питання, як мені здається, це питання, щоб не скотитися до федералізації. Так, ми повинні це для себе розуміти. Це буде перша проблема, яка перед нами постане. Бо якщо ми скотимось до федералізації, то далі виникне питання про взагалі федералізацію всієї країни. Якщо є якісь побоювання, то давайте одразу ставити механізми, інструменти щодо їх вирішення, розв'язання. Отже, ви нікуди не можете, ми всі члени комісії, шановні експерти, ми нікуди не можемо дітися, це наше право на самовизначення. С серьезного до критического был повышен уровень террористической угрозы в Великобритании. Из-за теракта в Манчестере, который унес жизни 22 человек, близлежащие районы оцеплены полицией. Наиболее важные объекты инфраструктуры страны охраняют военные. Сейчас идет расследование, которое уже позволило достичь определенных целей. Пока мы не можем быть уверены, что вокруг этой операции не прекратилась преступная активность, что ситуация стала абсолютно безопасной, будет правильно, если мы сохраним повышенную бдительность. Тысячи жителей Манчестера в центре города минуты молчания почтили память жертв теракта. 22 мая во время концерта на стадионе Манчестер-Арена смертник-террорист унес жизни 22 человек, 59 были ранены. Чтобы спасти их жизни, местных жителей призвали сдать кровь для переливания. У меня сердце разрывается, когда я думаю о пострадавших. Я решила, чем я еще могу помочь? Я услышала, как по радио просили сдавать кровь, а у меня как раз группа крови, о которой они говорили. Я прямиком пришла сюда. Нацполиция и военная прокуратура проводят масштабную антикоррупционную операцию. Уже задержаны 23 человека. Все они – экс-начальники налоговых органов. Силовики уже провели более 400 обысков в 15 областях Украины. Привлечены 1700 сотрудников нацполиции и около 500 военных прокуроров. Здесь в специальном оперативном режиме проходит координация задержаний подозреваемых по всей стране. Здесь их будут принимать, и Анатолий будет их направлять в суд. Держава не доотримала, а фактично злочинна організація Януковича, Клименка і всіх, хто до сих пір перебував в Україні, змогла збагатитися за рахунок платників податків на доведених зараз слідством суму 97 мільярдів гривень. Задержанных во время антикоррупционной спецоперации налоговиков из разных областей Украины доставили в Киев на вертолетах. Подробнее далее в эфире. Задержанных из 15 областей на вертолетах доставляют в аэропорт Джулианы. Здесь расположился штаб Национальной гвардии.
Я по прізвищу вам зараз не скажу, тому що їх всіх в голові не тримаю. Прізвища озвучить чи озвучив вже Генеральний прокурор і міністр внутрішніх справ. Подивитися. Один з керівників податкової на прізвище Козак був зупинений прикордонниками вже фактично при виходу до літака. Задержания начались в 6 часов утра. К спецоперации привлекли корпус оперативного внезапного действия, национальную полицию, военную авиацию. Сейчас задержаны 23 екс-чиновника Министерства доходов и сборов. Саме велика складність була це організація, перш за все, всіх процесуальних дій, крім того, організація всіх задіяних служб, крім того, недопущення витіку інформації. Тобто в цьому була складність, перш за все, по організації задіяних всіх служб організації роботи. Цю операцію нам не вдалося би зробити, якщо б нам не допомагав голова Державної податкової зараз фіскальної служби Роман Насіров, тому що розібратися в нетрях податкового законодавства всіх порушень – це тільки завдяки його сприянню основний масив роботи був зроблений. Под конвоем задержанных посадили в автозаки и отвезли в Генеральную прокуратуру. Там им объявили о подозрении. Катерина Буцелькидзе, Эльдар Тарахташ, Заман, АТР. Подозреваемых по очереди доставляют в Печерский суд Киева. Там им определяют меру пресечения. Сейчас с нами на прямой связи оттуда Алексей Шандра. Он расскажет, что сейчас там происходит. В Печерском районном суде города Киева рассматривается дело Антипова Александра, бывшего главы Луганской налоговой службы. Военная прокуратура обвиняет Антипова Александра в хищении денег на 3 миллиарда 600 миллионов гривен. Прокуратура также запросила 60 суток ареста, либо 200 миллионов гривен залога. На данный момент суд удалился в комнату для принятия решения. На этом у меня все. Я напоминаю, это был наш корреспондент Алексей Шандра. Он находится у здания Печерского суда Киева. Более подробную информацию он вам расскажет уже в следующих выпусках «Заман». Следствие допустило ошибку, не изъяв одну из важнейших видеозаписей с места убийства Павла Шеремета. Об этом заявил генеральный прокурор Украины Юрий Луценко. 10 мая группа журналистов презентовали фильм расследования убийства Павла. Им удалось найти больше видеоматериалов, также важного свидетеля в этом деле. 20 июля прошлого года журналист Павел Шеремет погиб в центре Киева в результате взрыва автомобиля. 10 месяцев спустя ни исполнители, ни заказчики не найдены. Конкретна помилка в тому, що вилучивши 201 камеру відеоспостереження, ще одна і, як виявилось, найважливіша камера не була вилучена, що весь цей час не давала дуже важливої інформації слідству. Завдяки журналістам ці відеозйомки стали відомими. Шкода, що на весь світ, а не тільки для слідчих, але тим не менше ці плівки є дуже важливими для слідства. Наскільки я знаю, керівництво МВС також визнало помилку і зараз старається надолужити зайвий час. Людей, сбивших ветеранов АТО 9 мая в Днепре, финансировал штаб ОП-блока Днепропетровской области. Об этом с трибуны Верховной Рады заявил также генеральный прокурор Украины Юрий Луценко. Он сообщил, что всего было 250 нападающих, которые действовали совместно с полицией. В Днепре 9 мая во время шествия к монументу славы представителей социалистической партии и партии «Оппозиционный блок» между ветеранами АТО и охраной и полицией возникли столкновения. Пострадали 14 чоловік. На цей момент ми затримали не тільки цих тітушок, їх всього було 250. Ми затримали декілька десятків тих, хто нападав на бійців АТО. Вияснили, встановлено, хто є їхній організатор. Це було вияснено через добровільне погодження співпрацювати з слідством одного з тих тітушок. Надіюсь, будуть іще декілька. Тепер ми вже точно знаємо, хто зорганізовував і інструктував цих тітушок. І
Пане керівник опозиційного блоку, у мене погані новини. Вони всі інструктувалися, зорганізовувалися, фінансувалися у вашому штабі на Дніпропетровщині. Особисто паном Вілкулом и паном Колесником. Пока это все. Смотрите следующий выпуск «Заман» с Искендером Меметовым через 45 минут. Эфир продолжает программа «Бугунь». В гостях у Османа Пашаева и Оксаны Денисовой народный депутат Украины Людмила Денисова. Подписывайтесь на телеканал АТР на нашем сайте и будьте с нами. Мы существуем благодаря вам. Хорошего вечера. До завтра.